Женщины Севера – носители традиций, культуры коренных народов, хранительницы семейного очага. Женщины вносят уникальный вклад в развитие наших северных территорий. Матери, жены, сестры. Уважаемые коллеги, дорогие подруги, я думаю, уже могу к вам так обратиться. Женщины-врачи, предприниматели, учителя, соцработники, журналисты. Женщина Севера – это женщина, которая может без проблем собрать шум. Это женщина, которая запрягает оленью упряжку. А еще госслужащие, капитаны, женщины, лидеры и невероятные красавицы. В любом деле, где бы ни появилась женщина, он как будто бы обретает душу. Он начинает двигаться как-то более плавно. Да? Второй форум женщин Севера прошел в Москве. Объединил представительниц 28 регионов страны, более 800 участниц из 40 народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Я еще раз искренне рада приветствовать участников и гостей второго форума женщин Севера. Прежде всего, хочу поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина за его приветственные слова, за его внимание к нашей работе и особое личное отношение к вопросам развития Севера. Главная цель форума – объединить женщин Севера, расширить и укрепить возможности их дальнейшего развития. В Москву участницы привезли свои проекты и пожелания. После форума они поступят в министерство и ведомства страны, также лягут на стол президента. Здесь собрались женщины, которые бережно хранят традиции родного края, смело смотрят в будущее и реализуют востребованные социально значимые проекты. Один из таких проектов – «Квартал труда» в Якутске. Креативному кластеру 3 года. За это время прошли более 400 мероприятий, 500 000 посетителей, 40 форумов, 20 фестивалей и 17 модных показов. Креативная энергия в действии. 45 резидентов кластера – это женщины. Сегодня мир фэшена покоряет Изабелла Дордосова. Мир украшений покоряет Раиса Плецер. Активно покоряет мир видеоигр Илан Кандакан. Сохраняя национальные ценности, мы сберегаем культурный код и родной язык. Наталья и сама пример того, как национальный костюм органично живет в современности. На ней стилизованное платье «Холодай», якутские украшения и дейбир – традиции в новом прочтении. Расскажу я о своем наряде. Согласитесь, как это красиво, как это самобытно, нарядно. И вы сегодня просто необыкновенная красавица. Ну, приятно. Немножко я, конечно. Мне немножко неудобно. Слишком много, наверное, внимания. Вот. Но я считаю, что это не комплименты лично мне. Я думаю, что это комплименты и наряду, и женщинам Севера в целом. Якутия сделала ставку на развитие креативной экономики. Сегодня достижения в музыке, дизайне, кино, архитектуре формируют современный образ республики. Национальный код через данные продукты, он продвигается. Сегодняшняя наша задача, именно как кластера, это помочь монетизировать, чтобы данные профессии оплачивались достойно, наравне с нашими целевыми, допустим, предприятиями. Еще один проект из Якутии – этнокомплекс ОДО в горах Восточной Хандыги. Дарья Ивановна, мама 5 детей. Вместе с семьей оформила 5 дальневосточных гектаров в Томпонском районе и построила туристическую базу в 607 километрах от трассы Колыма. Расскажите об истории своего успеха. Спасибо за предоставленную возможность. По профессии я юрист, многодетная мама. Долго работала в офисе и поняла, что жизнь летит мимо, и уволилась в один прекрасный день в никуда. И тогда и родилась мечта. За 3 года работы дикая горная местность превратилась в современный этнокомплекс. Началась новая история и семьи, и родного улуса. Единственная в Якутии круглогодичная турбаза в горах на высоте 700 метров над уровнем моря. Рядом хребты, водопады, родники.
От до посетили более 10 тысяч туристов из России, Америки, Турции, Мексики и других стран. Впереди большие планы. Впереди у нас задача создания целого этногородка. Это будет не просто расширение базы, а новая точка на карте Дальнего Востока. Верьте в себя, действуйте, и пусть ваша мечта, как и моя, найдет свою землю. Дарья Ивановна, вы знаете, что вы потрясающая женщина, необыкновенной красоты. Коллеги, ну кто еще мог поднять вот 5 гектар, сотни километров вообще и такой реализовать колоссальный проект? Теперь у вас есть один хороший знакомый, министр по развитию Дальнего Востока. Да, и вы удачно приехали в Москву, удачно выступили. Я только что министру говорю, немедленно посмотрите проект и окажите всю помощь и поддержку, чтобы другие тоже так же развивались. Я счастлива, и на ум приходит только слово «я покорила еще одну вершину». Я очень рада и очень надеюсь, что этот наказ осуществится, да, и быстрее развитие пойдет. Вот я отразила в своем выступлении пансионат для пожилых, да. Я хочу и лагеря детские, да, открывать, чтобы дети вот приезжали, отдыхали, поправляли свое здоровье. Там действительно волшебно. Вот горы меняют людей. И вот я хочу, вот, чтобы люди менялись к лучшему. Форум – это еще и деловая площадка. 4 стратегические сессии, конференции, дискуссии на самые разные темы – здоровье и инклюзия. И для нас в нашем движении крайне важно, чтобы была инклюзия повседневная. То есть мы так и говорим, что миссия наша – это создание повседневной и повсеместной инклюзии. Роль образования в современном цифровом мире. Университеты – драйверы социально-экономического развития Арктики. АГИКИ должен стать к 2030 году, очень амбициозная задача, университетом креативных индустрий мирового уровня. Арктический государственный университет искусств, культуры и креативных индустрий, как единственный университет креативных индустрий в регионе и в стране в том числе. Мы этим, конечно же, гордимся, но это большая ответственность, и мы должны выстроить креативную экономику, к 2030 году взрастить около 70 тысяч новых креативных лидеров. Это большая серьезная задача, и мы над этим работаем. Социальное благополучие северян от малых деревень и сел до городов и мегаполисов. В приоритете повышение качества жизни людей. Женщины севера могут все. В женщинах севера есть вот и единство, и сила. Культура и родной язык, преемственность поколений, связь времен. Восстановили, возродили родные языки. И, конечно же, особое внимание уделено традиционным видам хозяйствования. Это оленеводство, охота, рыболовство. Роль женщин севера трудно переоценить, особенно в период специальной военной операции. Мы все равно свою лепту вносим в нашу победу. У нас было 3 транша. Мы отправляли первым траншем оленьи шкуры выделенные, сушеное мясо. У меня сегодня на руках книга, которую выпустила Ассоциация Ивенко благодаря гранту главы республики. И она о нашем земляке Олеге Олеговиче Кириллине, участнике специальной военной операции, который геройски погиб 2 года назад. Женщина севера – опора своего народа. Она умеет быть сильной там, где непросто подставить плечо тому, кому труднее. Сила женщины, наверное, все равно в семье. Моя поддержка, муж помогает, сын тоже помогает, взрослый. Она бережет родную культуру, находит место традициям и сегодня в одежде, в работе, в быту. Когда муж Надежды ушел на фронт, вся ответственность за большую семью легла на ее плечи. Женщина решила открывать ателье. Подписала соцконтракты, 3-й год отшивает аксессуары для авто, чехлы и утеплители. Живем в Баргонцах, это районный центр Усалданского района.
население примерно где-то 6 тысяч человек, ну где-то 7, наверное. Ну, поэтому у каждого второго есть автомобиль. У нас дороги не асфальтированные, грунтовые, поэтому грязь и вода везде и повсюду внутри машины всегда в межсезонье. Поэтому самые необходимые аксессуары делаем мы. Сначала было трудно, потом приходится смириться и привыкать. Твердые и нежные, смелые и ранимые. Форум женщин Севера прошел во второй раз. Предложения участниц первого форума вошли в концепцию устойчивого развития коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Первый форум проходил 3 года назад и оказался таким востребованным. Мало того, что они прошли образовательные программы, так они стали активно участвовать в такой программе, как Арктический и Дальневосточный гектар. Огромное количество женщин стали земскими врачами, земскими учителями. В профстандарт добавили профессию работник кочевого жилища. Женщины-кочевницы получили пенсионные права наравне с другими работниками Крайнего Севера. Ну и одна из острых проблем – это проблема логистики. Они уже легко могут доехать до Москвы, но относительно легко, но легче, чем внутри региона, особенно такого, как Якутия, огромного по территории. Предложения форума этого года также войдут в итоговый документ для дальнейшей работы и передачи президенту страны. В частности, сегодня выступали по расширению мер поддержки категории участников дальневосточной арктической ипотеки. Делегаты выступали о том, что все-таки надо поддерживать фактории и меры государственного завоза продуктов питания по отдаленным, труднодоступным селам. Вопрос транспортной доступности, он очень актуальный по поддержке внутрирайонных и межрайонных авиационных перевозок. По итогам второго форума будет сверстана резолюция, и мы, законодатели, по поручению Валентины Ивановны Матвиенко, их возьмем в законотворческую деятельность. А что-то мы отработаем с федеральными органами исполнительной власти в рабочем порядке, потому что здесь работают все министерства. Чаяния, предложения женщин-делегатов со всех северных регионов, дальневосточных, они должны быть исполнены. Айсена Пурнашова, Виктор Олесов, Москва.